Удивительно, я волнуюсь. Привет, друзья, меня зовут Дамир, и я чемпион по ошибкам и разного рода факапам. Я производственник, вырос в городе-герое Балхаш. Это теплый, ласковый город, где полгода люди ходят в шортах, без какой-то теплой одежды. И самое удивительное то, что этот город подарил мне что? Он подарил солнечную энергию, с которой я с вами буду сегодня делиться. Итак, я вырос в семье инженера и преподавателя по экономике. То есть мой папа инженер по тепловодоснабжению, по электроэнергетике и архитектурным строениям. Моя мама экономист. То есть вот эта синергия, она, пожалуй, отразилась на всем моем жизненном пути, достаточно интересно. Сказать, что мы жили бедно, я не могу сказать. Сказать, что мы жили в достатке, тоже не могу сказать. Мы жили как средняя обычная семья того периода. С детства отец меня приучил работать руками, и все, что я знаю сегодня, это, наверное, благодаря тому, что с детства у меня не было просто возможности отлынивать от работы. То есть я работал каждый день, что-то делал, что-то всегда мы мастерили с папой. То это была дача, то это был ремонт машины, то это был ремонт машинки уже дома. И, соответственно, я старался не мешать домашним делам моей семьи, потому что я был самый младший. Сегодня я производственник. Я занимаюсь производством опор уличного освещения светодиодных светильников. Также я являюсь бизнес-ангелом в IT-хабе «Терриконовая долина», веду 4 стартап-проекта и успешно даже продал один из них. Также сегодня я здесь, нахожусь в этой замечательной студии, рассказываю про проект «Ул-Казана». Также я являюсь ментором, помимо этой программы, еще в нескольких программах и стараюсь какими-нибудь маленькими шажочками улучшать нашу страну, помогать достигать успеха молодым амбициозным людям. Я вырос в городе Балхаш. В городе Балхаш удельный вес гопников 99,9%. К сожалению, мой любимый город, прости меня, пожалуйста, но так оно и есть. Чтобы я не попал раньше времени в тюрьму, родители меня отдали в спортивную школу. И я все детство провел в спортивной школе, занимался, то есть представляете, да, то есть красивое, загорелое, мужское тело, которое ходит по городу Балхаш. Что еще надо? Девчонки смотрят, успех среди одноклассников, это же здорово. Но на самом деле в 10 классе к нам приехал с Алматы один бизнесмен, который провел достаточно интересную лекцию о том, что делать дальше, как построить свою судьбу. И это произвело на меня неизгладимое впечатление на самом деле. После этого я задумался вообще, что делать дальше, потому что спортом вряд ли чего-то можно было добиться. Да, я входил в сборную по юниорам города Балхаш, да, я ходил в сборную среди взрослых города Балхаш, но будущее было также туманно. Этот бизнесмен, он дал несколько направлений достаточно любопытных, и я начал заниматься ораторскому мастерству, которым я не владел до сих пор. Я начал интересоваться физикой, я начал интересоваться математикой и экономикой, и стало, самое удивительное, получаться. То есть мне стало интересно настолько, что я даже поучаствовал в отборочном туре. Была такая у нас игра, называлась «Лидер 21 века». В Балхаше я ее прошел, и дальше должен был продолжать ее в Алмате. Но наступили те времена, когда мне надо было уже поступать в университет. И я поступил в Карагандинский государственный технический университет, тогда был еще филиал в городе Балхаш. Но спустя 2 года филиал закрыли, я в любом случае был вынужден продолжать учебу, но уже в городе Караганда. Здесь я встретил свою любовь и остался здесь. Когда я перевелся с Балхаша в Караганду, у меня образовалось 11 предметов разницы. Это было удивительно, но возвращаться в Балхаш с поражением было как-то не очень, потому что спортивная школа меня приучила к тому, что если возвращаешься с поражением, то спорткомитет тебе просто не заплатит деньги, которые ты потратил на свою поездку. Поэтому точно такое же ощущение я испытал тогда, когда мне выкатили 11 предметов разницы. Я закатал рукава и начал все это сдавать. Как говорил Майк Тайсон, не важно, сколько раз ты падал, важно, сколько раз ты поднимался. Я решил подняться в этот раз. У меня были двойки, мне было очень сложно. Я помню, как один преподаватель по электротехнике говорил: «Каюк тебе, каюмов, электроэнергетика – это для высших умов. А ты же пойдешь торговать семечками, зачем тебе надо? Тебя либо убьет напряжением, либо ты просто не справишься». И вопреки всему этому я начал учить, не сдаваться. То есть жизненные ценности, которые дал мне политех, это просто не сдаваться, просто работать вопреки, просто учиться, стараться сделать что-то, за что потом ты не будешь себя спрашивать, почему я не воспользовался этим уникальным шансом.